Всем доброго дня! Сегодня будет еще одно видео про ремонт моего Ipsum. Значит, случилось страшное. Настало лето, а кондиционер не работает. Вот, короче говоря, у меня утечка по линии высокого давления. Там поломался вот такой вот штуцер, соединяющий нижнюю трубку кондиционера, которая идет под днищем автомобиля на задний кондей. В общем, что я буду делать? Я приобрел вот такие вот электродики. Нет, не электродики, паяльная проволока. Где она там? Ну-ка, иди сюда, концемир. Так, я уже потренировался тут. В общем, приобрел вот такой вот пруточек, 5 прутков паяльной проволоки. Это называется Касталин 192. Фирма Касталин. Вот этой штучкой я буду паять все это дело. В общем, мне один добрый человек, добрейшей души, сегодня подарил кусочек вот такой алюминиевой трубки. И я его благополучно вот запаял. Паяется довольно-таки просто, поэтому глушить задний контур кондиционера я не буду. Что будем делать? Будем снимать аккумулятор, снимать короб воздушного фильтра. Там дальше у нас абсорбер есть. Его тоже подцепим так, чтобы он нам не мешался. В общем, там практически надо добраться почти до рулевой рейки. Место узкое, но попытаемся, по крайней мере. Ну, перво-наперво надо, короче говоря, при любой работе отсоединить аккумуляторную батарею. Так, откручиваем, короче говоря, вот этот хомутик и снимаем кожух с верхнюю крышку короба. Вот этот вот хомутик. Для того, что нам открутить вот этот вот хомутик, нам надо еще снять вот эту вот фишку. Вот ее надо аккуратненько выцедить оттуда. Вот ее оттуда отсоединил. Все, теперь нам в принципе ничего не мешает снять корпус воздушного фильтра. Вот таким нехитрым способом изымаем сам фильтр. Грязненький уже, надо менять. Дальше теперь откручиваем, хотел сказать, 2 болта у нас здесь стоит. Вот этот вот и вот этот вот. Вот этого почему-то отсутствует. Так, открутили мы корпус, нижнюю часть воздушного фильтра. Ну и соответственно все это дело вытаскиваем. Надо, короче говоря, еще снять корпус, вернее убрать абсорбер. Вот это вот. Сейчас попробуем его. Угу. Крайне неудобно. Тут с какой стороны не подлезь, везде почему-то засада. Так, ну вот изъяли абсорбер. Вроде это абсорбер. Я не знаю, что это, для чего это еще другая. Для чего она может по-другому использовать штукенция. И вот там, вот вдалеке, куда мне надо будет залезть. И вот там, а именно вот здесь вот, не знаю, видно на камеру, не видно, да, конечно, не видно. Тут надо будет
трубки-то наши и спаять. Вот, трубка, замотанная скотчем. Это я заматывал, чтобы туда грязь никакая не попала. В этом месте она у нас, там штуцер стоит, и он неисправен. Через него уходит фреон с маслом. Можно, конечно, снять снизу трубку, снять сверху трубку, но сверху разъединять это, конечно, тут еще геморрой. Снизу без ямы тоже там ловить нечего, это надо отцепить трубу выхлопную, снять. Надеюсь, кардан не надо трогать. А может быть и кардан еще снять. Короче говоря, гемора очень много, поэтому будем стараться именно вот так вот сделать. То есть, чтобы вы понимали, это все происходит на уровне рулевой рейки. Ну, в принципе, я вот до нее рукой одной дотягиваюсь нормально. Вот эта вот трубочка. Здесь я все заизолировал. В общем, сейчас я все это место постараюсь как-то обрезать. Ну, обрезать, я думаю, не так страшно, полотном потихонечку. Главное, туда стружки не насыпать вовнутрь. Обрежу, и когда начну впаиваться, постараюсь включиться. Так, значит, план такой. У меня вот есть два кусочка трубки такого же диаметра. И вот с куском штуцера, да, получается. Я его, он был погнутый, чуть-чуть развальцевал отвертку. И получается у меня, что вот так вот он входит друг в друга. Поэтому я пилить нижнюю часть не буду, чтобы туда опилки как раз не сыпались прямо в него, и запаяю. Вот в таких условиях приходится пилить. Горячее все, вот не терпится мне прямо. Вот так вот я вставил одну трубку в другую. Ну и сейчас буду все это дело запаивать. Чуть-чуть обжал, буквально чуть-чуть обжал, и оно туда сразу же залезло. Настраивал 1,5 часа. Так, процесс пошел, разогрелось. Ой-ой-ой, что-то мне это не нравится. Как-то оно не паяется. Странно. Дело в том, что это все дело не паяется. Короче, видать, этот кусочек не совсем алюминиевый. Это какой-то сплав, видать, более хрупкий. Не знаю, какой дубль. Сейчас вот прям трубочка стоит хорошо. Прогреем и запаяем. Куда огонь деется? Вот так вот должно быть это все. Вот так вот должно паяться все. Да, вот так вот и должно все происходить. Ну что, смотрим результат. Так, ну вот сейчас мне нравится, правда, конечно, налито много, Но лучше больше, чем, как говорится, ничего. Так, что у нас тут? вот тут у нас все прекрасненько. Просто ляпотень, надо еще вот подальше посмотреть. А как там посмотреть? Руки-то не такие длинные. И голова сюда не пролазит. Нет, все просто очугейно. Единственное, что много налито. А так
Мне нравится. Вот так вот должна происходить пайка. Тут уже... Тут уже ничего. Все, это уже намертво. Все, сейчас она остынет, я ее немножко подогну, чтобы зацепить ее вот сюда. Горячая еще. Нет, здесь заплавилось прям как надо. Туда затекло. С этой стороны еще надо как-то глянуть. Место очень крайне неудобное. Ну и здесь вообще шикардосно все. Вообще лепота. Ну, я надеюсь, мы решили эту проблему раз и навсегда. Так, ну вот я поставил все это на родные места, на защелку. Немножко трубочка торчит, но она тут ничего, тут никаких движущихся деталей нету. Вот, кстати, уже немножко окислилась пайка, она так выглядит более светлым на трубке, а трубка остальная как-то как будто бы ржавая. Но это освещение такое. Так, в принципе, все очень хорошо получилось. Начинаем обратную сборку. Вытащил оттуда камеру, вроде там ничего не оставил. Сейчас будем собирать назад. Оп, со щелчком. Так, есть хомутик. Все, теперь можно закручивать болтик. Чуть-чуть похлопал по воздушному фильтру. Там пыли-то особо и не было почти. Ну, в общем, одеваем. Она не вставляется. Нет, вставляется. Берем фишку и вставляем. Как он? Массового расхода воздуха. Да. По-русски расходомер. Все, фишку защелкнули, затягиваем хомутик. И закручиваем хомутик. Как обычно. Ну все, сейчас убираем все это лишнее и запуск. Покажу, как запускать после снятия аккумулятора. Запускаем его следующим образом, дабы нам не сбить все наши настройки. Вот, магнитофон надо выключить. Включаем зажигание на 15 секунд, но я делаю обычно секунд на 30. Просто включаем зажигание, все потребители у нас выключены, то есть выключен свет, выключены дворники, там, не знаю, магнитофон, печка обязательно, если это вы делаете зимой. Включаем и ждем. Прошли 15 секунд, но я делаю все это подольше, как говорится, на верочку. Ну вот, автомобиль сейчас прогреется, и посмотрим, какие у него обороты будут. Если эта фишка не удалась, то, соответственно, придется ездить и корректировать все это дело. Пока что ровно все. На этом смею с вами попрощаться. Как-то так. Всем пока. Ну вот, прошло несколько дней после того, как я запаял успешно. Сейчас я знаю, что успешно трубки кондиционера. Съездил, вот только что отъехал от мастера по заправке систем кондиционирования. И выяснилось, что вдобавок к тому, что была утечка, оказывается, на этом автомобиле еще и не работает кондиционер. Вернее, компрессор кондиционера. В общем, такая засада, но есть и положительные моменты. Система сейчас чистая, давление держит. В общем, осталось дело за малым: купить новый компрессор кондиционера и установить его на место. С одной стороны печально, с другой стороны половина работы уже сделана. Как-то так.